прямом эфире МТС Новости, в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. В Кыргызстане в ночь на минувшее воскресенье завершился первый этап президентской кампании. Всего заявки на участие в выборах в качестве кандидата подали 65 человек. Двое из них потом отозвали. Таким образом, в ЦИКе, как сообщается, накануне начали проверку 63 претендентов на соответствие основным требованиям. Они должны быть гражданами Кыргызстана, проживающими здесь в совокупности не меньше 15 лет и не имеющими гражданства других стран. Претенденты должны быть не моложе 35 лет и не старше 70. Желающие стать президентом также должны быть несудимыми. А если есть судимость, то она должна быть погашена. Почти все подавшие заявку – самовыдвиженцы. Только один из них выдвинут политической партией. 20 из них являются безработными и пенсионерами. 8 женщин и 55 мужчин. Такое большое количество претендентов для нашей страны становится привычным явлением. 3 года назад, напомним, изначально заявление в комиссию подали 59 человек, а 9 лет назад – 83. Но далеко не все из них в итоге оказались в окончательном списке кандидатов. Судя по всему, так же будет и в этот раз. Претенденты должны оплатить залог в 1 миллион сомов до 3 декабря. До этого числа они также обязаны предоставить подписные листы с не менее 30 тысячами подписей в свою поддержку. В Бишкеке задержан член ОПГ по кличке БТР. Видео задержания опубликовала пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее информации, в январе этого года вооруженный пистолетом преступник напал на предпринимателя в Высокотинском районе. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Он был объявлен в розыск. Накануне сотрудники областного и районного управления милиции при содействии бойцов спецназа задержали подозреваемого на одной из столичных улиц. Им оказался 28-летний член ОПГ по кличке БТР. В Кыргызстане за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 4 человека. Эпидситуация в стране, как отмечают медики, обостряется. Накануне от осложнений, вызванных вирусом, 2 пациента скончались в Таласской области, еще 2 в столице. Одна из них – заслуженный врач республики, детский онколог Дамира Байзакова. Она умерла в республиканской инфекционной больнице, где лежала с тяжелой формой COVID-19. У нее было обширное поражение легких. Сейчас, по данным Минздрава, в больницах страны с коронавирусом и пневмонией на лечении находится 3279 пациентов. Из них почти треть тяжелые, у 126 состояние оценивается как крайне тяжелое. Что касается статистики суточного заражения, то ее динамика остается примерно одинаковой, которая наблюдается за последний месяц. В районе 400-500 новых случаев. За минувшие сутки ковид был выявлен у 479 кыргызстанцев, и почти треть из них – это в Бишкеке. Растет заражение среди медиков, в том числе работающих в красных зонах. За прошедшие сутки заражение выявили еще у 20 медработников. А за последние 4 дня коронавирусом заболели 73 медика. В Бишкек прибыл очередной гуманитарный груз из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что груз прибыл в рамках договоренностей, достигнутых между президентами 2 стран. В нем содержатся лекарства, тест-системы для выявления COVID-19, защитные костюмы, маски, шприцы. Как отметила вице-премьер Эльвира Сурбалдеева на церемонии приема передачи гуманитарного груза, такая поддержка соседей является свидетельством поистине братских отношений между 2 странами. На днях, отметим, Кыргызстан получил также помощь от правительства России. 500 комплектов для ПЦР-тестов, которых хватит на 50 тысяч лабораторных исследований. Детей, уклоняющихся от онлайн-уроков, будут выявлять прокуратура, а родителей прогульщиков ждет наказание. Сообщение об этом всерьез обеспокоило некоторых родителей. Они считают, что надзорный орган не имеет на это права. В разных школах, по их словам, дистанционные уроки проводятся по-разному. Где-то используют Zoom, половина уроков идет по телевизору, еще часть по WhatsApp. И как будут проверять учеников, посещают ли они онлайн-занятия или нет, остается непонятным. К тому же, говорят, многие родители с утра уходят на работу, и у детей есть проблемы с интернетом и отсутствием гаджетов. В Первомайской прокуратуре сегодня подтвердили, что ею несколько дней назад действительно было направлено письмо в муниципальную администрацию столичной мэрии, УВД и Центр образования Первомайского района, чтобы организовать мероприятия по выявлению учащихся, не посещающих онлайн-уроки, а также о проведении с ними и их родителями разъяснительной работы. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале МТС. Увидимся.